Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня у нас в гостях лидер оппозиции, руководитель Абхазского народного движения Отгур Ардзинба. Все мы знаем, какие драматические выборы были у нас. И вот сегодня хотелось бы поговорить не только о том, как обстоят дела в оппозиции, но и о перспективах страны, о том месте, в котором мы сейчас находимся, и что нас впереди может ждать. Отгур, добрый день. Добрый день, сейчас пыль уже осела фактически, да? То есть, хотя по большому счету вот каких-то... Если это была пыль. Выборная пыль, да, условно говоря. Там в начале у нас как бы президентские выборы закончились, но вот какого-то такого глобального обсуждения, что как происходило, у нас не было. И то есть в той же оппозиции, то есть я вот не наблюдал каких-то вот таких концептуальных докладов по этому поводу, там, ошибок, там, итогов выборов, что, собственно говоря, произошло. Но сейчас я хотел бы, вот сейчас, тем более уже более 3 месяцев, уже 3 месяца прошло, чтобы какую-то черту с одной стороны подвел, с другой стороны, зафиксировал, где сейчас находится оппозиция, вот в какой точке. Пока, в общем-то, никаких съездов, никаких там конференций, ничего не было. И поэтому, в общем-то, определенный интерес, безусловно, имеется. Спасибо, Айнал. Во-первых, прежде чем сказать о выборах, наверное, стоит несколько слов сказать о том, что привело нас к этим выборам. События 15 ноября. Мне кажется, вот эти события, они в должной мере тоже не получили оценку. История в любом случае расставит свои какие-то оценки, но мы, как те люди, которые непосредственно участвовали, я думаю, что должны, обязаны об этом говорить часто. Почему? Потому как эти угрозы, это слово наиболее подходящее, которые спровоцировали общество на такие действия, они накапливались постепенно в течение 5 лет президентства экс-президента. И на определенном этапе все это получило вот такой вот выброс. Все эти угрозы, сейчас не буду их перечислять, они всем известны. Если обобщенно о них говорить, эти все угрозы были направлены на то, чтобы ущемить наш экономический суверенитет, политический суверенитет, ущемление прав и свободы наших граждан. Это было связано с тем, что руководство нашей страны занималось, как бы это мягче сказать, доносами в отношении наших граждан. Эти доносы были в большей степени, не то что даже в большей степени, практически все эти доносы были вымышленные. Они были направлены на реализацию одной только задачи – это борьба с внутренними политическими оппонентами через вовлечение в эти процессы внешних игроков. В данном случае это Российская Федерация, наш партнер. Почему важно об этом говорить? Потому как эта история совершенно недавняя, и о ней забывать нельзя. То есть вот эту страницу, которая была до 15 ноября 2024 года, перевернули мы ее или нет? Вот на какой вопрос нам с вами надо отвечать. Если мы ее перевернули, то как мы ее перевернули и насколько качественно нам удалось всему обществу это сделать. Потому что и сегодня мы видим продолжение, вот вы, конкретно наш уважаемый журналист, которого мы все ценим, уважаем, не всегда согласны с вашей оценкой, я прямо это скажу, и в отношении нас, тех, кто занимается оппозиционной деятельностью. Вы человек, который всегда высказывал свое мнение так, как вы считаете нужным. Вас объявили иностранным агентом. Не только вас, еще несколько человек, наших уважаемых людей, кого-то лишили гражданства. Это вот некая инерция той политики, которая была запущена за предыдущие 5 лет. Вот, к сожалению, мы не видим
на сегодняшний день, по сегодняшний день, какой-либо необходимой, адекватной реакции со стороны уполномоченных на это людей. То есть, по сути, гарант Конституции, глава государства и весь его аппарат, вертикаль власти, они выполняют одну самую главную функцию. Это защита наших граждан. Защита наших граждан в сфере экономики, финансов, везде, где касается интересов наших с вами граждан. Теперь, если говорить о прошедших выборах, конечно, это были непростые выборы. Я бы сказал, эти выборы не были похожи ни на одни выборы, которые были до этого. Но немного все-таки на 2004 Да, там я были. хотел сейчас сказать, что есть некие параллели, но тогда Абхазия не была Признанной Россией. не было дипломатических отношений и так далее. А сейчас немножко, мне кажется, более официальный формат, который позволяет и позволял на этот период, когда это все происходило, компетентным органам реагировать соответствующим образом, в том числе на ту дезинформацию, которая распространялась в средствах массовой информации Российской Федерации в отношении, меня в частности, да. Вот. Выборы прошли, оценку мы им давали несколько раз уже публично. И я думаю, что эти выборы, хотим мы этого или нет, вот я почему сказал про пыль. Далеко не пыль, потому что были затронуты такие скрепы нашего общества, которые, мне кажется, оставят очень большой и глубокий след. Во-первых, внутри нашего общества. Это межнациональные отношения, это и региональные отношения, это и отношения с нашим союзником Российской Федерации. Я вот в этом контексте хочу задать вопрос. Но понятно, что это вот была такая ситуация. Была такая ситуация, достаточно тяжелые выборы, сильно как бы не совсем соответствовали вот нашему выборному законодательству, так скажем, многие моменты, да, используя какие-то вещи, которые использовались в этих выборах. Кроме того, появились какие-то откровенные вызовы, которые угрожают нашему государству в дальнейшем перспективе. Понятно, сейчас выборы прошли, сейчас более-менее успокоилась ситуация, но тем не менее осадочек остался, и мы понимаем, что этот инструментарий, он может вновь и вновь быть использован. И это инструментарий, который, в общем-то, опять же, может просто разрушить наше государство, и так достаточно маленькое, хрупкое. И вот этот внутренний, гражданский мир, который существует в Абхазии, он межнациональный, межконфессиональный, да, там очень много чего может быть задействовано. Но вот есть и другие вещи, как многие некоторые чиновники стучали, условно говоря, да, то есть писали письма, накажите наших граждан, абхазских граждан, то есть у тебя с точки зрения абхазского законодательства никаких претензий нет, и ты потом идешь, стучишь и пишешь письма. Это даже не 1937 год. В 1937 году в рамках одного государства это происходило, а ты пишешь соседнему, хоть и дружественному государству, чтобы разобрались с твоими гражданами. Но сейчас я к тому, что, в общем-то, мне кажется, необходимость есть, чтобы и власть, и оппозиция сели и, может быть, в таком режиме Chatham House закрытом режиме обсудили, проанализировали всю эту ситуацию, потому что сегодня она может кому-то помогла прийти к власти, но завтра может случиться так, что и от этого государства ничего не останется, и, соответственно, не останется этой власти. То есть очень много таких тревожных вещей, которые мы здесь увидели в ходе этих выборов. Есть ли вот такой посыл у оппозиции? Есть ли такое желание у власти, какие-то, может, сигналы есть, что по крайней мере, президент Бадра Гумба говорит, хочу чтобы все успокоилась, чтобы политическая ситуация стала более такой адекватной.
по крайней мере, такие у него звучали как бы посылы там. Но сейчас вот как бы на деле есть контакт между властью и оппозицией, или там, и вот в этом контексте прийти к этому разговору? Ну, как такового вот системного контакта нет, но есть какие-то там встречи, но это бессистемный такой подход. То, о чем вы говорите, Инал, мне понятно. Я как раз об этом говорил выше, когда мы говорим о том, что качественно нужно перелистнуть эту страницу истории. Я считаю, что эта страница истории нас не украшает, и дети наших детей нам спасибо за это не скажут. Ну, в первую очередь тем, конечно, кто писал доносы. Вот. В этом смысле мы надеемся, что Бадра Гумба человек, скажем так, с другим мировоззрением, и доносы писать не будет. Вот. Но этого недостаточно. Нужно сделать так, чтобы вот вся эта идеология по разрушению нашего государства и внутри, и касаясь внешних угроз, все это надо нивелировать, над этим надо работать. Если в контексте выборной кампании, конечно, да, мы с вами имели возможность, для тех, кто способен все это наблюдать, я думаю, таких у нас в Абхазии немало, мы имели возможность видеть свои слабые стороны. Как никогда, кстати, очень открыто, ярко они проявились, и это хорошо. Это прекрасно, потому что это возможность для нашего общества, для нашего государства купировать все эти слабые точки для преодоления будущих каких-либо возможных испытаний или трудностей. Это очень важно. Это компетенция, в первую очередь, службы госбезопасности, потому что это вещи, которые напрямую влияют на государственную безопасность. Я прямо могу сказать, когда в стране есть та или иная часть общества, скомбинированная по национальному признаку, по каким-то другим признакам, и она занимает очень такое серьезное, весомое электоральное поле, и эта часть общества подвержена влиянию каких-то там нескольких человек, на которых можно воздействовать и добиться определенного результата, это очень опасный сигнал. Вот. В первую очередь для них самих и для государства в целом. Я думаю, что и служба государственной безопасности, и любой государственный деятель должен об этом задуматься. Потому что это как в одну, так и в другую сторону может работать. И я сейчас говорю не о внутриполитической борьбе. Вы понимаете, о чем я говорю. Есть глобальный контекст. Вот это вот такая есть опасность. Есть вторая опасность, которая тоже открыто нас, можно сказать, для кого-то неожиданно. Это наша информационная беззащитность нашего общества. То есть на нас можно лить абсолютно любую информацию, откровенно лживую, и она ложится, эта информация. И у нас не оказалось, у нашего общества, хотя на тот момент государство никак не пыталось противостоять этому процессу, но у общества не оказалось адекватных механизмов противодействия этой информационной атаке. Это тоже вызов, который нужно серьезно проанализировать и стараться тоже это все нивелировать. Вот. Что касается президента и то, чего он стремится сделать, пока, честно говоря, вот мне непонятно. Да, есть какие-то декларации, есть определенные шаги, не могу об этом не сказать. Есть там был проведен конкурс команды Абхазии, вот некая попытка таких вот аналог социального лифта, где каждый мог принять участие, и вы, и я, там, по возрасту, по критериям, и пройти по этому конкурсу. Кто-то получил там какую-то ответственность в виде должности, кто-то будет обучаться. Мне кажется, это хороший такой сигнал. Но это вот российская практика, которая наложилась на нашу реальность. Тоже неплохо. Там ребят назначили в правительство. В большей степени некоторые из них, в какой-то степени, да, они без политического бэкграунда. С одной стороны, это, наверное, и хорошо. С другой стороны, это тоже покажет время. Да? Это одна часть. Вторая часть, то, что мы можем, какие сигналы мы можем улавливать как позитивные. Некоторые, сейчас без имен, без фамилий, некоторые политические мастодонты или
скажем так, люди, которые работали до этого в правительстве, вызывали определенную реакцию общества негативную, они сегодня в правительстве практически не представлены. Вот, как бы, это тоже как позитивный сигнал. Ну, у президента, честно вам скажу, я участвовал в выборах и 2 раза, я знаю, что есть определенные процессы. Не всегда получается все сразу сделать, то, что хочется. Есть определенные обязательства, это наша внутренняя политика, давайте будем откровенными. Это наша реальность. Будем надеяться, что как бы в этом смысле будет другая динамика. Но очень важно для любого президента, был бы другой президент, был бы президентом Адгур Арзанбай, кто бы ни был, очень важно, и это, наверное, ключевое значение имеет, это самое главное, найти возможность для диалога с теми, кто за тебя не проголосовал. На данном этапе очень интересно, такого никогда тоже не было в истории. Соотношение 42-43%, там на 50 с небольшим, это практически пополам. У нас, кстати говоря, еще никогда не было в истории, то есть у нас несколько было досрочных отставок президентов, а перед этим происходил штурм президентского дворца, да, и обычно та группа, которая брала штурм президентский дворец, она и выигрывала выборы. Сейчас как бы этого не произошло. И то есть это вот тоже что-то новое в истории. Да, этого не произошло, мы знаем, по какой причине этого не произошло, но вы правы, вот тот накопленный негатив, который был за 5 лет сформирован командой Аслана Абжани, в которую, кстати, входил Бадр Агумба в качестве вице-президента, он же никуда не делся. То есть у президента сегодня двойная задача. Если как бы он бы начинал с нуля, он бы пришел бы, это давало бы ему какой-нибудь гандикап. То есть люди вот первые шаги рассматривали как... У него все-таки другая ситуация. Эта команда рассматривается, несмотря на определенные обновления, несмотря на какие-то структурные вещи, она рассматривается все-таки глобально как команда вот. Ну, то есть он не может сказать, вот бывший президент сделал то-то, 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 а я вот сейчас вот... И это как бы ограничивает. Поэтому более динамично нужно искать возможность для диалога с другой частью общества, которая, в принципе, это наш народ, абхазский, про 15 ноября я вспоминал, который сохранил нашу независимость 15 числа. Это, еще раз, я буду об этом говорить всегда, абхазский народ проявил свою волю и спас Абхазию, показал всему миру, что так с Абхазией нельзя. Вы помните, что было, там протоколы подписывали, там исполняйте так, соглашения присылали, там апартаменты и так далее. Народ встал и показал, что так нельзя. И это не оппозиция, там, не какой-то лидер, не Адгур Арзанбай, это народная воля. Это очень важно. Почему все сейчас и отношение поменялось, видите, да? Совершенно другая и социальная поддержка, и вообще отношение другое. Это все благодаря вот этой вот позиции. Но... И повестка, кстати говоря. И повестка поменялась. Ну, опять же, почему она поменялась? Потому что народ Абхазии показал, что здесь так не пройдет. Так нельзя. И вот все прекрасно помнят, что это тоже никуда из истории не вычеркнешь. Что Бадр Агумба был среди тех, кто поддерживал эти все инициативы. И соглашения, и апартаменты, это было. Вот. И я к чему все это говорю? К тому, что вот этот временной промежуток, где нужно все-таки постараться найти вот эту золотую середину и проработать шаги дальнейшего развития Абхазии, очень короткий. Надо торопиться. А если этого не сделать, боюсь, что мы опять уйдем в фазу какого-то политического противостояния. Я думаю, мне все-таки кажется, перед этим надо все-таки, вот опять же у нас 3 условно, там кто-то говорит революция, кто-то переворот, я сейчас вот как бы не настаиваю на формулировках, да, но, в общем-то, досрочные отставки были у нас. Но при этом мы забывали после этого как бы объяснить ситуацию, дать политическую оценку.
произошедшему, происходящему и так далее. Сейчас тоже вообще нет. Там, помню, после 2014 года была некая попытка. Но сейчас, в общем-то, вообще ничего нет. То есть вот такое сплошное молчание. Мне кажется, важно все-таки власти взять на себя как бы ответственность. Я сейчас не говорю мужество, да, и просто ответственность. Власть всегда ответственна перед своими гражданами. Она должна сделать какой-то вот анализ, который, ну, соответствует действительности. Не просто выдумывать, и чтобы этот анализ, потом вот этот надуманный анализ опять стал какой-то проблемой. Да? Вот просто, тем более сейчас какие-то вещи, в общем-то, и как бы сама ситуация признала, что вот это было как бы ошибкой, да, то есть вот это инвестсоглашение и так далее со всеми этими преференциями для российских. И наши партнеры. Да, наши партнеры, да, то есть оказывается, Москва так и сильно и не настаивала. То есть здесь вот как бы люди, которые от имени олигархов говорили, люди, которые там абхазские чиновники, которые дружили с этими олигархами, я не знаю, может они там где-то какие-то проценты имели, я не думаю, что они долевиками были, я думаю, просто какие-то преференции имели, да. Вот они, в общем-то, выдавали как бы это вот как бы как идею, не идею Москвы, а это вот такое требование Москвы, да, то есть. А всех, кто с этим был не согласен и говорил правду, они называли прозападными или там инагентами и писали на них доносы. Ну, да, было такое. Было такое, да. И, кстати говоря, вот сейчас вроде бы там, допустим, нынешний президент, его окружение, они говорят, мы это уже как бы в кулуарах говорят, что это вот Аслан Бжани и все остальное, это мы уже такими делами не занимаемся и не хотим заниматься. Но тем не менее, да, никаких заявлений по этому поводу, никакой реакции не было публичной, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, это очень важный показатель. Ладно, ты там что-то не говоришь, может, у тебя как бы вот эта культура еще не выработалась, да, там говорить публично такие вещи. Но у тебя формируется новое правительство, и ты людей, которые, в общем-то, участвовали в этом процессе, да, ты назначаешь опять вот на должностя, там, министерские портфели раздаешь, там, в кабинеты там, каких-то важных структур силовых вводишь. То есть это говорит о том, что, в общем-то, такая вещь, обычно она должна быть как-то наказуема, хотя бы с моральной точки зрения. Понимаю, там сейчас уголовный кодекс как бы не заработает в полной мере. У нас в абхазских условиях на чиновников он как-то не сильно распространяется, этот уголовный кодекс, но есть какая-то моральная сторона, когда нужно показать людям, что вот люди, которые вот так себя вели, чиновники, они, ну, как бы не рукопожатны, не то, что не рукопожатны, но хотя бы вот как бы в госструктурах они не должны присутствовать. Но вот такая вещь должна быть. Я к тому, что власть должна какие-то вещи признать, сказать, дать оценку, и тем самым успокоить общество. Тогда уже дальше, может быть, совместно там говорить о каких-то путях развития. Тем более у нас этих проблем в этой стране накопилась куча. Да, там любую сферу, какую ни возьми, везде у нас как бы сплошная тревога. Да, там, и не знаем, как из этого выпутываться. Сейчас лето пройдет и начнется опять графики, начнутся там выключение электричества и так далее. То есть очень много проблем. Вот сейчас в этой связи какие шаги, помимо там, допустим, вот каких-то вещей, да, которые, может быть, мы подытожили бы, да, вот этот путь, который мы прошли, что нужно еще власти сделать в этом контексте? Ну, не только этой власти, вообще в целом власти. Почему, вот, допустим, меня сегодня, если спросить меня, что меня не устраивает, что меня волнует, это отсутствие приоритетов государственного развития. Вот эта проблема не сегодня началась, она уже давно присутствует. И, на мой взгляд, необходимо в контексте вот тех вопросов, о которых вы говорили, взаимодействие с оппозицией, взаимодействие все-таки с этой частью общества, наиболее активной, можно сказать, частью общества, найти формулу, расставить приоритеты. А что такое приоритеты? Это, в первую очередь, борьба с главными вызовами, которые стоят перед нашим народом и нашим государством. Почему я разделяю? Потому что наш народ существует за пределами нашего государства. Это, в первую очередь, демографический вызов.
То есть у нас есть, вот недавно я заслушивал один доклад, Инга Шутиевна занимается из университета, наш ученый. Да, весьма интересный, но устрашающий доклад о демографической ситуации. У нас смертность уже давно превышает рождаемость. Это очень острая, кричащая проблема. Вместе с ней идет и проблема здоровья нации. Это в первую очередь необходимо провести все-таки уже перепись населения и объективно понять, что происходит. Вот, кстати, была инициатива, наши российские партнеры помогли, это диспансеризация детей. И я не буду сейчас озвучивать цифры, но я узнавал, и с Бадрой Гунба мы это обсуждали. Там есть показатели не очень, скажем так, которые успокаивают, даже среди детей болезнь. То есть это здоровье нации. Это вот такой главный первый вызов. Второй вызов – это культура и образование, абхазский язык, который все-таки находится под угрозой исчезновения. Потом не только язык, и вот наши традиции, наша культура, которая все меньше и меньше, она в основе наших каких-то жизненных укладов и принятия решений. Оттуда мы видим все эти безобразные вещи, которые в нашем обществе не приветствуются, оно происходит, и преступления и так далее. Мне кажется, была, кстати, после войны такая практика, предмет был такой, Апсфора, в школах преподавали. Вот Нукзар Чичикович Логуа был тогда министром культуры, он инициировал. Это прекрасно работало. Потом это все прекратилось. Надо это возобновить. Обязательно надо возобновить. Образование. Очень большие пробелы у нас в сфере образования. Все-таки нам необходимо сделать усилия для того, чтобы наша нация была конкурентоспособной. И в сфере цифровых технологий хотя бы как минимум на уровне потребления этих технологий, на уровне производства каких-то продуктов высокотехнологичных, пока, конечно, нам тяжело замахиваться, но хотя бы на уровне потребления, осознания тех тенденций в мире, которые происходят, это очень важный вызов. Тоже меня это сильно беспокоит. Потом оборона и безопасность. Ведь ситуация, я вот об этом хотел бы тоже сказать в вашей передаче. Я недавно вот присутствовал на одном круглом столе, там тоже об этом говорил. Ведь ситуация кардинальным образом может поменяться в ближайшие даже месяцы. Мы видим ситуацию на Украине, переговорный процесс, не хочу давать какие-то оценки, но, на мой взгляд, он выходит уже за рамки тех позитивных каких-то трендов и ожиданий. Ситуация сложно прогнозируемая, но мы в любом случае должны отталкиваться как государство, тем более вот такое небольшое, от самого худшего сценария развития событий. Когда есть незыблемое правило, работает уже не одно столетие, хочешь мира, готовься к войне. Это мобилизационная подготовка. У нас должна работать одна единственная концепция. Абхазская армия – это весь абхазский народ. От мала до велика каждый должен знать, что делать в случае возникновения внешней агрессии. Этого, к сожалению, этого нет. Эту проблему всерьез никто не воспринимает. Мы видим, какие-то декоративные учения проводятся. Я это говорю с полной ответственностью. Этим нужно заниматься здесь и сейчас. Еще раз повторю, дай Бог, чтобы этого всего не происходило, но один из сценариев развития событий – это серьезная эскалация вообще международной ситуации, политической, военно-политической ситуации. Особенно в нашем регионе может произойти то, что нам всем не хочется. Одним из главных экономических вызовов для нашего государства – это внешнеторговый оборот. За последние 5 лет, с 2020 года, импорт увеличился практически в 2,5 раза. Составил 48 миллиардов рублей в год. При этом экспорт за тот же период увеличился примерно на 19%. Соответственно, отрицательное сальдо у нас составляет 40 миллиардов рублей в год. Это серьезный вызов. Это первое. Второе, что касается нашей финансовой системы. Рубль Российской Федерации используется нами по умолчанию.
Соответственно, мы не получаем ни эмиссионную долю, не встроены никак в финансовую систему Российской Федерации как пользователи рубля. Соответственно, все инструменты, все шаги Центрального банка Российской Федерации по поддержанию ликвидности в банковской финансовой системе Российской Федерации на нас не распространяются. Мы просто по умолчанию используем эту валюту. Соответственно, мы в этой модели всегда будем в минусе. Соответственно, наша банковская система может выдавать очень короткие кредиты и с очень большой процентной ставкой. То есть, в общем-то... Все это связано с тем, что у нашего Центрального банка нет тех инструментов, которые есть у Центрального банка Российской Федерации. С этим тоже надо что-то делать, потому что это является ключевым ограничением в развитии финансового сектора, соответственно, уже и реального сектора, потому что есть дефицит денег. И когда дефицит денег, дефицит ликвидности, который можно направить на экономику. Инфраструктурные ограничения, это энергетическая сфера, транспортная сфера. То есть эти направления можно перечислять и дальше. То есть вот это главные вызовы. Вот нужно проанализировать все эти главные вызовы. На основе этих главных вызовов скомбинировать приоритеты государственной, экономической, социальной политики и разработать план действий. Я не говорю о том, что там стратегию сформировать и что-то очень такой серьезный программный документ, хотя бы на уровне тезисов, на уровне главных приоритетов сформировать работу. Это очень важно, это крайне важно. Кстати, опыт такой был вот в период ковида. Вова Делба тогда был министром финансов. Принимали документ, который определял приоритизацию расходов государственного бюджета. Тогда был приоритет один – это выжить во времена ковида. Вот этот опыт, кстати, есть, можно его использовать и определить приоритеты. На базе этих приоритетов определить стратегию, программу развития, каждому сектору, каждому министерству, районному отделению, администрации города, района определить задачи и начать работать. Вот в этом смысле, я извиняюсь, мы, как политики, которые имеют определенный опыт и государственного управления, и политической деятельности, мы готовы поддерживать и помогать. Вот эта стратегия, помню, когда вы были министром экономики, стратегия экономического развития, которая была выработана тогда, представлена, анонсирована, я помню, поддержали, то есть в формировании ее участвовали и представители нашей диаспоры в Москве. Сейчас она как-то актуальна? Конечно, актуально, потому что те задачи, которые... Используется ли вообще она как-то? Нет, она никак не используется, но она актуальна. Потому что вообще подход актуален. Вот то, о чем я говорил выше. Это планирование, это постановка долгосрочных задач и целей. Это и краткосрочные программы, и среднесрочные. Этот подход, он всегда актуален. Это вообще аксиома. Допустим, некоторые шаги, которые были описаны в той программе, может быть, уже сегодня устарели в силу разных причин и обстоятельств. Но основная вот эта схема этой работы, она применима в нашей действительности. Кажется, это было в такой далекой жизни, то есть тогда еще не было пандемии, тогда не было вот этой конфронтации, которую сейчас мир переживает, да, то есть это вот в то спокойное время было, да. Сейчас, наверное, все-таки стоит, наверное, повторить, вот как-то такое некое обновление произвести, созвать вот тогда такой же форум экономистов, людей заинтересованных, там, чиновников, там, бизнесменов и так далее, в общем-то, обсудить, да. Сейчас, к сожалению, таких форумов не происходит, по крайней мере, я вот не вижу этого. Ну, я могу еще напомнить, себе позволю, и проект по созданию условий в Абхазии для того, чтобы у нас и своя цифровая валюта была. В 2016 году мы предлагали тогда, помните, как такая реакция была неоднозначная. А сейчас вы представьте себе, у нас был бы уже 9-летний практический опыт
использования криптовалют и так далее внутри Абхазии. Я не говорю о майнинге, который там уничтожил нашу энергетику. Я говорю о цифровых... Люди поняли, что это про майнинг. Ну, к сожалению. Но дело же не в людях. Дело в ответственных государственных мужах, которые должны были это все взять на вооружение. Но это ушло. Это тоже упущенная возможность. Представьте себе, когда мир находится в такой жесткой конфронтации, находиться в центре финансовых операций, которые без ограничения. Да? То есть, если SWIFT и все эти системы сегодня заблокированы, а эти направления, они никак не могут быть заблокированы. Сегодня Абхазия была бы в эпицентре всех этих международных расчетов. Это тоже вот упущенная возможность, к сожалению. Что касается того, чтобы экономический форум проводить, вот не экономическое будущее страны определить. Вот буквально несколько дней назад прозвучало интервью с заместителем министра экономического развития, где он опять говорил про это соглашение по инвестициям. Честно говоря, для меня вот эта вот постановка вопроса, она очень странная. Не с точки зрения понимания ситуации со стороны чиновника из другого государства, а с точки зрения нашей стороны. Да. Вот, конечно, соглашение можно рассматривать в новой конфигурации, если учитывать все замечания, которые были со стороны парламента и так далее, это можно обсуждать. Но это все-таки иллюзия полагать, что подписать какую-то бумажку и вот благодаря этому подписанию можно добиться каких-то внушающих результатов. Здесь тоже нужен серьезный, масштабный, системный подход. Если мы говорим о привлечении инвестиций, а мы обязательно должны привлекать инвестиции, качественные инвестиции, не то, что нам предлагалось до этого. Это, кстати, очень интересная тема. Есть международная методология исследования того или иного государства, называется doing business, ведение бизнеса. И там есть 10 базовых критериев, индикаторов. Это подключение к энергосетям, оформление документов, разрешение на строительство и так далее. Там 10 базовых индикаторов, под которыми еще десятки других индикаторов. И вот на базе этого исследования вот можно проанализировать ситуацию в Абхазии и работать над тем, чтобы инвестиционная привлекательность страны, она была на высоком уровне не только для отдельно взятых каких-то олигархов, а для всех. Вот тогда мы создадим такие условия для того, чтобы инвестиции сюда приходили. Это системная работа по исправлению всех этих анахронизмов, которые у нас есть в системе. Допустим, вот мы с вами сейчас захотим открыть бизнес где-нибудь там в Гудауте или в Очамчире. Мы столкнемся с серьезными ограничениями по оформлению участка земли, по выдаче разрешения, по подключению к энергосетям и так далее. У нас система настолько неповоротливая. Вообще в сфере оказания государственных услуг нам предстоит проделать огромную работу. И игнорируя всю эту устаревшую систему, как бы надеяться на какое-то соглашение, ну, это, мне кажется, наивно, если мы хотим вообще фундаментальных изменений. А что касается соглашения, да, конечно, можно какую-то там, вот у нас и, кстати, в этой программе, о которой вы упомянули, есть такая вот часть, где можно выбрать какую-то проактивную позицию, создать корпорацию развития, допустим, это тоже хорошая идея, у нас она там заложена, которая будет заниматься проактивным развитием приоритетных отраслей или направлений. То есть это мы выводим из вот этого всего балагана, который я сейчас описывал, выводим отдельную структуру, она занимается вот таким вот точечным развитием и через такие якорные проекты, которые потом уже в целом двигают всю экономику. Я не экономист, но я вот как бы живу здесь, наблюдаю, да, то есть я вижу как бы специфику ведения бизнеса, да, вот как это происходит, да, то,
ну, люди вот вкладывают, да, то есть они, абхазцы, что-то купят, вкладывают, да, сперва они не оформляют, потом как-то оформляют, но это опять же их риски, да, то есть им никакой банк этих денег не суживает, как бы там очень много всяких рисков происходит, и при этом все-таки я вот заметил, нация наша, несмотря на то, что вот как бы такого большого опыта в торговле, вот такой экономической деятельности у нас вот генетически, наверное, у нас не заложено, у абхазцев, но тем не менее очень такие предприимчивые люди оказались, и смотришь там, и глаз радуется, да, там огромные там гостиницы, вот на свои, им там никто не подарил, то есть они вот как-то заработали, вложились и сделали. И я понимаю, что у людей все-таки есть, у определенной части абхазского бизнеса есть, ну, не свободные деньги, но вот есть деньги, которые бы они хотели бы инвестировать. Да, инвестиционный ресурс, да, вложить. Я не знаю, там есть куча государственной собственности, которая у нас все время, как бы, кроме одних убытков, нам ничего не приносит. Я помню, вот когда вы были министром экономики, кстати, РУПами вы занимались и пришли к выводу, что у нас все РУПы убыточные. То есть это вот ты все время туда как деньги вбухиваешь, а никакого проку нету. Нет. И сейчас вот то же самое, вот я смотрю, в энергетике, да, там происходит. Возможно ли так? Мы все время говорим, нам инвестор нужен, мы все время говорим про инвестора, обязательно с какого-то иностранного инвестора имеем в виду, что вот он придет и вот он восстановит. Но у нас есть свои ресурсы, свои бизнесмены, есть которым, если нормальные прозрачные условия государство предложит, они вложились бы. То есть не так, чтобы вот я там силком пришел, там занял, да, там я заслуженный человек, и там вот там что-то... Или я чиновник, там в какую-то долю ввел. Вот государственное частное партнерство мы все время говорим, но вот этого вот так у нас и не заработало. То есть где была бы прозрачная бухгалтерия, прозрачные инвестиции, да, понятно, откуда они взялись, да, и прозрачные условия, да, как это все будет работать, кому сколько это будет приносить, какую прибыль, и все это как бы по-белому будет работать. Почему мы не можем создать такую ситуацию? Мы все время пытаемся создать ситуацию, давайте еще раз привлечем каких-то иностранных бизнесменов, а потом выясняется, что вот как бы эти иностранные бизнесмены, они вдруг налоги не платят, иногда и демпингуют так, что другие разоряются. То есть почему нам вот такую стратегию не выработать? Почему? С другой стороны, меня беспокоит, что сам бизнес, он в этом плане, абхазский бизнес, вот он не организован так, чтобы отстаивать свои интересы, требовать там чего-то. Почему вот это не происходит? Почему это должно меня волновать, какие-то политических игроков волновать, но не сам бизнес, вот, который мог бы официально об этом как-то заявлять? Ну, это незрелость. Незрелость еще экономики, государства, я по-другому это назвать не могу. Но реформы, о которых вы говорите, я сейчас же выше только об этом и говорил. Вот все эти проблемы, они, то есть для того, чтобы мы, вот то, о чем вы сейчас говорите, это ваш такой как бы аналитический ваш склад ума позволяет вам как бы делать такие выводы. Но это аналитически. А то, о чем я говорил, вот эта методология doing business, ведения бизнеса, она дает такой серьезный медицинский диагноз. Вот где конкретно надо подкрутить. Без этого, вот как раз вы совершенно правильно еще раз затронули эту тему. Без фундаментальных реформ, которые позволят в корне изменить ситуацию практически во всех сферах жизнедеятельности нашего государства, невозможно интенсивное экономическое развитие. Бизнес, тот, о котором вы говорите, он такой, какой он есть. Он сформировался вот в этих условиях. Наш отечественный бизнес, он, знаете, в какой-то степени напоминает мне, вот в горах вот водится, значит, дичь у нас. Она постоянно ожидает какой-то опасности, что кто-то придет на проверку, кто-то, значит, какой-то родственник, благодаря которому там все устойчиво развивается и получает подряд, его могут снять с работы. То есть
Вот нет той стабильности, которая есть вот в развитых экономиках, когда люди опираются только на свои собственные силы. Это первое. Второе, ну и бизнес наш, надо прямо говорить, в какой-то степени и не в маленькой степени зависит от государства. То есть государственные подряды, разрешения, лицензии и так далее. И особо как-то выступать бизнесмены у нас не приучены. Вот. Хотя есть исключения. Вот 15 ноября соглашение, которое мы остановили вместе с вами, все вместе, оно в первую очередь было по бизнесу. Но мы с вами не видели, чтобы там, вот, допустим, торгово-промышленная палата об этом говорила, хотя там концентрация нашего абхазского бизнеса и, в принципе, одна из функций – это защита абхазских предпринимателей. Хотя они делают большую работу, они действительно стараются, но вот не сформировалась вот та еще традиция. А в целом, если опять же говорить про иностранного инвестора, или вот сейчас мы видим, что со стороны России есть попытка, новая какая-то, скажем так, волна или новый такой посыл оказать поддержку. Все-таки сделать так, чтобы в Абхазии вот стабилизировалась ситуация и экономическое пошло развитие. Мне кажется, очень хороший есть пример, не все там было так плохо, это Советский Союз. СССР. Вот экономически как развивалась Абхазия. Да, там можно много сейчас говорить о том, что там было плохо, но вот смотрите, я на примере своего села Турипш. В 1924 году там начали сажать чай. Совершенно новая культура, неизвестная для Абхазии, для нашего народа. Был такой, значит, наш односельчанин Сабыда Кварасхеля, который привез эти кусты первый раз в село. Ну, наука заметила, все это как бы масштабировали и так далее. Но это все было сделано профильными институтами, вот эти сорта, это научное сопровождение и так далее. Вот это новые технологии были внедрены в абхазское село, в частности в мое село, что уже к 1947 году позволило получить колхозу Турипш прибыль 3 миллиона 700 тысяч рублей. Соответственно, параллельно с этим строились здравницы, санатории. Вот, если я не ошибаюсь, первый санаторий Украина в Абхазии появился в 1932 году. То есть вот я даты специально сопоставляю. Почему? Потому что лишних людей тогда не было. То есть вот развивали село, создавали экономическую базу на селе. Вместе с этим развивали и санаторно-курортную сферу, крупные инвестиции по нашим сегодняшним, да, к этим параметрам, там, строились санатории. Ведь же не было такого подхода, что вот мы сейчас будем на берегу развивать, там, привлекать инвесторов, строить огромные объекты, а там в селе в Турипш или в Хуап, в вашем селе, или там в Джгярдах, или где-то еще, люди пускай там выживают как хотят. Ну, мы здесь еще дадим им возможность какие-то там продавать свои эти фрукты и так далее, или сувениры. Вот такой подход в Советском Союзе отсутствовал. Каждый гражданин, он имел свою какую-то задачу. Вот сейчас, мне кажется, не прямо надо, да, экстраполировать все это, но надо посмотреть. Невозможно развивать абхазскую экономику или добиваться в Абхазии успеха, какой бы ты ни был суперолигарх, если в селе Турипш или там, в Хуап, или где-то еще люди сидят голодные, понимаешь? Вот нужно сделать так, чтобы вот эти люди, в первую очередь, они получили возможность зарабатывать деньги на своей земле. И это возможно. Мы с вами живем не в пустыне, у нас плодородная земля, у нас прекрасный климат. Просто нужно модернизировать наше сельское хозяйство. Сегодня это натуральное хозяйство, люди практически вручную обрабатывают землю. Надо все это модернизировать, сделать так, чтобы новые современные технологии пришли в наше село, в наши с вами села. Наши с вами сограждане, живущие там, получили навыки, знания и технологии и получали добавленную стоимость на этой земле, богатели, и вместе уже с ними, когда они почувствуют, что все, пошли изменения, пожалуйста,
Пускай крупные инвесторы приходят, строят крупные комплексы, застраивают Абхазию, там, пансионаты, санатории и так далее. Вот это все должно развиваться параллельно. А не так, как предлагал вот экс-президент, что вот мы возьмем и отдадим на откуп все лучшие земли, а вы там сами выживаете. Вот это вот как, я не знаю, как это объяснить, я всячески стараюсь всегда об этом говорить, чтобы это дошло до всех тех, кто принимает решения. Это очень важно. То есть у нас, образно говоря, не должно быть какого-то одного сегмента, на который мы молились бы и говорили, что он нас вытащит. Да? Там, условно говоря, там пройдет сейчас какой-то олигарх Пупкин, вложит, там, построит 40 гостиниц там, на 1000 мест, да, и заживем как надо. То есть нам нужна экономика такая, которая бы, я так представляю, не только там туризмом связанная, да, то есть сегодня туристический сезон есть, а завтра пандемия, да, условно говоря, да, и все замерло, да. И то есть нам нужно, чтобы и вот эти люди, которые там живут в самых отдаленных местах, в том же Псху люди, которые живут, чтобы они имели, чтобы они хотели там жить, чтобы они не хотели, что вот придут лучше сейчас еще чуть-чуть, и я вот как бы мои дети уедут. Да. Же там жили люди. И там был колхоз или совхоз, я не помню, там были хозяйства. Все дворы, во всех дворах люди жили. Сейчас по абхазским селам едешь, половина дворов пустые. Почему? Потому что нет экономической базы, Инал. Если будет экономическая база, и я сейчас говорю, вот, кстати, вот очень много чего мы упустили. С 2010 года, с 2008 года, с момента признания, по 2024 год Абхазия получила безвозмездной помощи со стороны Российской Федерации. Это только по бюджетным инвестициям. Я не говорю про там, остальные, там, энергетику безвозмездно давали, да, объем электричества там, и топливо, много разных косвенных. Да. Я говорю только про бюджет. 1 миллиард 700 миллионов долларов США. Вот за вот этот короткий период времени. И по сути на эти деньги мы с вами не решили ни одну проблему от начала до конца. То есть даже вот в энергетике мы не смогли отрегулировать все так, чтобы у нас не было проблем. Это говорит о том, что опять же мы возвращаемся к чему? У нас нет приоритетов, у нас нет плана развития, у нас нет видения будущего. Мы вот ситуационно к этому подходим. Вот. Поэтому у нас есть вот такая проблема, которая есть. Но это не говорит о том, что мы должны опускать руки. Мы народ, который, знаете, есть такое выражение, мы народ, который не идет по какому-то чужому пути. Мы сами свой путь прокладываем, исторически так. И абхазское государство сформировалось вопреки, не по воле, а вопреки мировому сообществу, Грузии и вообще всем, кто нас окружал. Поэтому иногда надо, это сложно, это некомфортно, да, но надо двигаться в этом направлении. Не будет у нас волшебства. Россия, как бы нам ни хотела, не старалась бы помочь, она не сможет этого сделать, если мы сами не знаем, что мы хотим. Все наши проблемы и беды именно из-за этого. Естественно, и коррупция, естественно, и неграмотность управляющих там, слоев и так далее. Все это в совокупности – это наши с вами проблемы. За нас с вами эти проблемы никто Инал не решит. Это иллюзия. Но мы с вами в состоянии решить эти проблемы. Что самое интересное. У нас для этого есть вся база. Поэтому, если мы опять говорим про экономику, про экономическую составляющую, нужно все-таки вот сейчас на этом этапе определить конкретно, что нам делать вот в 2026 году, в 2027 и так далее по списку. И в этом мы, как сторона, как люди, которые заинтересованы, безусловно, в динамичном развитии Абхазии, в динамичном укреплении наших союзнических отношений, мы готовы помогать и взаимодействовать. И последнее, короткое, я так думаю. Я где-то читал, даже, кажется, вы говорили, что
это сразу после выборов, что оппозиция будет создавать мощную партию, то есть объединит все вот эти мелкие, средние, там, все эти оппозиционные партии, организации, движения и так далее в одну партию, будет такая реорганизация. Что в этом плане сейчас происходит? Мы работаем, это работа системная, мы занимаемся этим направлением. Очень важно еще следующее понять. Все эти годы, с 2004 года, оппозиция и власть, она, в особенности эта оппозиция, работа оппозиции заключалась в реакции, то есть реакционная политика была. Вот власть что-то делает не так, общество реагирует, оппозиционные силы концентрируются и так далее. Но все-таки мне бы хотелось. Вот сейчас есть еще один шанс. В 2020 году был такой шанс у Аслана Абжани, мы пришли, его поздравили. Он этим шансом воспользоваться не сумел или не захотел, но это уже история. Есть сейчас новый шанс. Есть Бадра Гумба. Кстати, после Сергея Васильевича Багапш единственный, вот, первый президент, который не силовик. То есть это тоже, вот, я помню, и ваши передачи об этом говорили часто, что вот не силовик, он экономист по образованию. Есть шанс. То есть вот эта оппозиционная часть, она всегда будет. И она должна быть. И, на мой взгляд, сегодня эта часть наиболее мощная, чем когда-либо вообще в истории абхазского вот этого противостояния. Поэтому не учитывать эту часть, это, мне кажется, политическое самоубийство. Это первое. Второе. Но с нашей стороны, со стороны тех, кто находится в оппозиции, мы бы хотели, я лично этого хочу, очень хочу, и хотел это в 2020 году, чтобы вот от этой реакционной политики перейти к все-таки созидательной, совместной политике. Оппозиция должна быть. Оппозиция же может быть не только в качестве тех, кто постоянно критикует, что-то там штурмует и так далее. Оппозиция может быть как вспомогательная сила, которая со стороны наблюдает, смотрит. Потому что когда ты президент или там премьер-министр, не всегда у тебя получается там все проконтролировать. Есть еще сила, хорошо организованная, которая тебе в этом смысле указывает, что вот здесь есть пробел, здесь есть пробел. А вот здесь давайте, ребята, вместе решим эту проблему, потому как ни вы самостоятельно, ни мы самостоятельно эту проблему решить не сможем. Вот мне бы хотелось, искренне бы хотелось, чтобы мы перешли вот к такой фазе политического взаимодействия, более зрелого, более, скажем так, продуктивного для нашего государства. Пользы будет для нашего народа гораздо больше, если мы научимся цивилизованно взаимодействовать не на площадях, не на митингах, а все-таки создадим некие вот такие механизмы. Это было бы хорошо, кстати, и в парламенте, если бы реформа, которая уже оскомину набили все о том, что нужно по смешанной системе выбирать, если партийно формировался бы там парламент или часть парламента, это тоже было бы хорошо. Потому что и внутри парламента появились бы фракции, появилась бы такая политическая жизнь. В общем, будем надеяться на то, что вот Бадра Гумба воспользуется этой возможностью. Вот. А что касается нас, естественно, идет переформатирование, идет работа над ошибками, идет обычная, скажем так, рутинная работа. Рутинная работа. Естественно, я не могу об этом не сказать. И здесь я хочу, чтобы все правильно понимали, здесь не роль только там от Гура Арзенбали, да, и Нала Хашига или кого-то еще. Если будет какая-то угроза нашей национальной безопасности, нашему суверенитету экономическому, финансовому в том числе, естественно, реакция будет такой, которая мы посчитаем... будет реакция. Которая будет реакция, которую мы посчитаем адекватной. Да? Опять же, я искренне говорю, мы бы этого не хотели. Честно говоря, надоело это противостояние. А если бы от этого противостояния никто не страдал, то это хорошо. Но страна наша уходит назад. Каждая вот эта смена власти, о которой вы говорите, третья по счету, да, или четвертая уже. Да, мы уже устали считать. Да, она же отбрасывает нас назад. Вот репортажи по всем мировым СМИ, где масса людей там возле администрации президента из Абхазии, это
это большой, колоссальный имиджевый ущерб как бы, да, для нашей страны. Мы хотим остановить эту цепочку. Я искренне говорю. Я это говорил Аслану Ужане, кстати. Я буду на этом закругляться. Адгур, большое спасибо. Вообще было как бы интересно поговорить, с другой стороны, как бы увидеть какой-то позитив о том, что вот как бы в нашей жизни может что-то меняться, если вот эта власть и оппозиция, она не будет как кошка с собакой, да, то есть нам все-таки надо переходить на другие как бы рельсы, которые бы помогали бы развивать наше государство. Большое спасибо, что пришел. Спасибо, Айнал. Я не могу не сказать, последние несколько месяцев я не давал интервью, было много обращений от разных журналистов, но вот я бы почему именно с тобой захотел записать, потому что, мне кажется, это вот такое у меня желание еще больше, с вами всегда интересно общаться, но еще больше желания у меня возникло, когда вас объявили инагентом, у меня это желание усилилось. Я думаю, что этот этап жизни мы тоже с вами преодолеем, эту несправедливость, я думаю, в ближайшее время исправят, и в Министерстве юстиции Российской Федерации доведут информацию правдивую, и действующий президент, я думаю, этим должен заняться не только в отношении меня, да, я не думаю, в отношении вообще вас, а вообще всех, кто пострадал из-за этой деструктивной политики последних 5 лет. Поэтому вот спасибо вам за эту встречу. Спасибо. До свидания. До новых встреч.